Всем здравствуйте. Меня зовут Артыкпаева Аим. Я являюсь куратором проекта «Каждый ребенок достоин школы». И тема моего сегодняшнего доклада называется «Навыки просьбы, оценки и начало вмешательства». Просьбы. Просьбы – это разновидность коммуникации, при которой ребенок или любой другой говорящий человек показывает, что он хочет или что ему необходимо в данную минуту, в данный момент, сейчас. Просьбы являются одним из самых базовых навыков, который необходим для качественной жизни ребенка. Также просьбы в прикладном анализе поведения называют мант. Формы и этапы развития навыка просьбы. В раннем возрасте ребенок демонстрирует просьбы с помощью плача. Когда малышу хочется есть, спать, ему холодно или чувствует какой-то другой дискомфорт, который ему неприятен в данный момент. Затем при нормотипичном развитии ребенка плач и истерики заменяются на слова, употребляемые в среде ребенка. В норме постепенно количество слов, употребляемых в просьбе, растет, и просьбы становятся более яркими, красочными и выраженными. Просьбы у детей с задержкой в развитии. Если у ребенка с задержкой в развитии нет необходимых навыков для использования вербальной просьбы словами, вербальная просьба – это значит просьба словами, то ребенок начинает просить что-то с помощью различных видов нежелательного поведения. Какие могут быть виды? Это плач, крик, агрессия, самоагрессия и так далее. ABA-программа по развитию навыков должна обязательно включать в себя развитие навыка просьбы. То есть без этого навыка никак. Это основной и базовый навык. Просьбы у невербальных детей, не говорящих. Если ребенок невербальный и по каким-то причинам он не может говорить, то обучение просьбам может быть с помощью альтернативной коммуникации. Какая это альтернативная коммуникация? Это может быть жестовая система коммуникации, ПЭКС, система коммуникации с помощью обмена карточек. Это ПЭКС. Жестовая система коммуникации. Жесты будут хорошим вариантом коммуникации для невербальных детей, у которых есть проблемы с восприятием зрительных стимулов. Что такое зрительные стимулы? Это изображение, карточки и так далее. Жесты хороши для невербальных детей, у которых хорошо развиваются навыки двигательной имитации. То есть ребенок хорошо повторяет, учится повторять какие-то двигательные упражнения, движения и так далее. Также жесты удобны для родителей, которым сложно подготовить среду для ПЭКС, то есть сложно подготовить карточки, планшеты, постоянно их брать с собой, везде использовать и так далее. Для таких семей больше подходят жесты. ПЭКС – система коммуникации обмена изображениями. В данной системе коммуникации используются фотографии, рисунки или небольшие предметы. ПЭКС удобно использовать для невербальных детей, у которых есть проблемы с двигательной имитацией, то есть которые не могут повторять, допустим, да. Оценку навыков просьбы можно привести с помощью различных инструментов. Наиболее часто используемый из них является опросник VB-MAP. VB-MAP – это инструмент для оценки и отслеживания навыков, содержащий определенные критерии. VB-MAP был разработан для детей с аутизмом, а также для других лиц с задержкой в развитии речи. Оценка с помощью VB-MAP. Оценка вех развития. Раздел, позволяющий оценить актуальный уровень развития речевых и связанных с речью навыков. Оценка содержит 170 измеримых критериев развития,
которые разделены на 3 уровня в соответствии с динамикой развития данных навыков в обычном онтогенезе. И тут как он разделяется, онтогенез, от 0 до 18 месяцев, от 18 до 30 месяцев и от 30 до 48 месяцев. Тестируемые навыки включают в себя различные вехи, одной из которых является МАНТ, то есть просьбы. Да? Оценка с помощью VB-MAP. Первый уровень МАНТ просьбы – это от 0 до 18 месяцев. И что на первом уровне должен уметь делать ребенок? Обращаться с 2 просьбами с помощью 2 слов, жестов или карточек PECS. Обращаться с 4 просьбами без подсказок. Обобщает разные просьбы с 2 людьми в 2 разных ситуациях. Ребенок обращается с 10 разными просьбами, когда предмета нет в поле видимости. Второй уровень МАНТ просьбы – это от 18 до 30 месяцев. Что здесь должен уметь ребенок? Просит 20 разных отсутствующих предметов без подсказок. Может обратиться с просьбой к другим людям для выполнения 5 различных действий, чтобы получить то действие или предмет, который ему необходим. Обращается с 5 различными просьбами, которые состоят из 2 и более слов. Спонтанно обращается 10 новыми просьбами в течение 30 минут. Третий уровень МАНТ просьбы – это от 30 до 48 месяцев. В течение часа ребенок обращается 5 раз с вопросом для получения различной вербальной информации. Адекватно просит прекратить нежелаемое действие или убрать какой-либо аверсивный. Аверсивный – это значит неприятный стимул в 5 различных ситуациях. Просьбы ребенка содержат как минимум 10 различных прилагательных, наречий или предлогов, дает инструкции, обращается с указаниями или объяснениями, как сделать то или другое, или как манипулировать тем или иным предметом, или участвовать в том или ином занятии 5 раз. Обращается с просьбой к другим, прислушаться к его собственному интровербальному поведению. Начало вмешательства. Основная цель при обучении навыка просьбы у детей с особенностями в развитии, умеющих повторять слова, это замена нежелательного поведения на социально приемлемую вокальную просьбу, то есть на слова. Мотивация. Мотивация является главным инструментом при обучении ребенка просьбам. Без мотивации обучить ребенка просьбам невозможно. Для начала все убираем из доступа ребенка, но оставляем все в поле видимости. У ребенка должна появиться необходимость что-то попросить. Тренинг просьбы. Если ребенок чего-то хочет, например, воды, педагог или мама держит в руке воду или стакан с водой, выражает всем видом готовность дать воду и говорит «вода». Если ребенок повторяет, педагог тут же дает ему воду. Если молчит, то педагог считает про себя до 2. Ждет 2 секунды и повторяет «вода». Как мы ждем обычно 2 секунды? 1-2, когда мы говорим, это очень быстро. Поэтому мы про себя не вслух считаем 1 крокодил, 2 крокодила и повторяем «вода». И опять, если ребенок повторяет, дает, если не повторяет, ждет еще 2 секунды и отдаем ему воду и одновременно еще раз говорит педагог «вода». Тренинг просьбы. На следующем этапе, когда ребенок повторяет за педагогом, уменьшаем интенсивность подсказки путем временной задержки. Ребенок показал, что хочет пить. Педагог держит бутылку с водой и выражает своим видом готовность отдать ее ребенку. Ждет 2 секунды и только потом произносит в первый раз «вода». Если во время этой паузы ребенок сам говорит «вода», тут же отдаем ему воду. Если только после подсказки, также отдаем воду. Далее
После 10 таких ситуаций с одним стимулом продолжаем увеличивать задержку. Подсказки. Говорим «вода» через 3 секунды, потом через 4. Доводим до самостоятельной просьбы. Как ребенок научился говорить одним словом «вода» или какие-то другие просьбы, постепенно мы увеличиваем количество слов просьбы, и чтобы просьбы становились более яркие и красочные. Всем спасибо за внимание.